Коми готова к третьей волне COVID-19. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Борис Александров во время часа с министром. Напомним, руководители ведомств отвечают на вопросы общественности по поручению главы Коми Владимира Уйба. Как подчеркнул глава Минздрава, коечный фонд, запасы лекарств и средств индивидуальной защиты в республике подготовлены. Александр Карепин расскажет подробнее. В начале прошлого года мало кто осознавал масштаб проблем и вызовов, с которыми столкнется система здравоохранения. По словам Бориса Александрова, на борьбу с коварным COVID-19 были брошены все силы – медицинские и финансовые. Только на ковидные выплаты медработникам было выделено 4 миллиарда 600 миллионов рублей, 3 миллиарда 400 миллионов из которых поступили из федерального бюджета. И это не считая затрат на оснащение коечного фонда, лекарств и средств индивидуальной защиты. В целом на закупку средств индивидуальной защиты, укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оснащение коечного фонда, обеспечение лекарственными препаратами пациентов из всех источников финансирования, это и федеральные, и республиканские источники, и внебюджетные средства. В прошлом году было направлено 1,9 миллиарда рублей. Усилия дали результат. Сначала в Коми было активное снижение числа заболевших. После ситуация стабилизировалась. Все примерно на одном уровне. Впрочем, терять бдительность нельзя. И медики наготове. Они ждут третью волну, и она придет. Защитить от нее может только массовая вакцинация. На сегодняшний день в республику поставлено 48 842 дозы вакцины. Из них 500 – это Эпивак Корона, остальные – Спутник Ви. Во всех муниципалитетах развернуты стационарные пункты, где можно сделать прививку. Работают и 109 выездных бригад, и 25 мобильных пунктов. Все для удобства людей, чтобы они могли без особых усилий выделить время на проведение вакцинации. И этой возможностью в Коми уже воспользовались свыше 37 тысяч человек. По тем целевым показателям, которые мы знаем, которые нам поручены Министерством здравоохранения России, мы должны вакцинировать порядка 380 тысяч человек. То есть предстоит еще очень большая работа, и для этого мы ждем следующих партий поступления вакцин. Самые активные в прививочной кампании – жители городов. Как отмечает Борис Александров, если удастся активно провести вакцинацию и сформировать иммунитет у 70% населения, то получится избежать новой волны коронавирусной инфекции. Александр Карепин, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.